Улджан истомилась, ожидая сына. С той самой минуты, когда Байтас выехал за ним в город, она считала дни и часы. Абай жадно вглядывался в толпу, не заметив даже, что опередил обоих спутников. Едва он спешился, коня его кто-то увел. В многолюдной толпе мальчик сразу увидел родную мать. Он бросился к ней, но Улджан остановила его. Свет, мой сынок, посмотри, вон стоит твой отец. Сперва отдай салям ему. Абай быстро оглянулся и только теперь заметил отца. Кунанбай стоял с несколькими стариками поодаль, позади гостиной юрты. Смущенный своей оплошностью, мальчик пошел к отцу. Байтас и Джумабай, спешившись и ведя коней в поводу, тоже шли к Кунанбаю. Традиционная система воспитания, опирающаяся на этнокультурные и религиозные нормы, основывается на формировании уважительного отношения к родителям. Подчинение и почитание старших как нормы приветствовались и приветствуются в системе семейных отношений. Приоритетной внутри семьи считается роль мужчины, кормильца, главы рода, защитника. Данный видеофрагмент наглядно демонстрирует исконное отношение к мужчине как к главенствующему члену семьи. Как бы ни скучала мать Улджан по сыну, она останавливает юного Абая и, поддерживая национальные традиции, указывает сыну на отца, главу рода. Этим она подчеркнула уважительное отношение к супругу, его роль главы семьи, роль человека, на котором лежит бремя забот о своих близких. Женщина, демонстрируя уважение к супругу, способствует формированию у ребенка уважительного отношения к своему отцу. Если она говорит об отце, главе семьи, с теплотой, принимает его усилия, принимает заботу и подчеркивает его достоинство, ребенок перенимает этот образ. Именно так, ненавязчиво, личным примером супруга должна формировать у детей понимание роли отца в семье. Мы много говорим о женской судьбе, о роли матери и в семье, но о роли мужчины, кормильца и защитника говорим мало. Сегодня мы возвращаемся к истокам национальных традиций и уделяем в современной школе внимание формированию представления об имидже отца в семье. В учреждениях образования сегодня организуются школы отцов, проводятся мероприятия воспитательного характера, мероприятия с привлечениями отцов, что формирует представление о роли мужчины в обществе и в семье.